Мы идем в магазин и выбираем товары для себя и своих близких. Мы обсуждаем со своими соседями последние изменения в нашем муниципалитете. Мы в кругу семьи строим планы на ближайшее будущее. Есть ли связь между этими, казалось бы, совершенно разными ситуациями? Да, такая связь есть. Все это и еще множество других обстоятельств – различные составляющие единой экономической модели, в которой мы живем. Я закончил Московский государственный университет по специальности планирования народного хозяйства и экономическая кибернетика. И работал в Госплане, потом в связи с событиями в пригородном районе уехал в Москву, работал управляющим банка. После, приехав уже в 1994 году в республику, вышел на работу на государственную службу. Кибернетика – это наука, которая учит с наименьшими затратами при заданных ограничениях достигать максимальной цели. Это, конечно, мне помогает. И в жизни помогает, и в производстве помогает, и на государственной службе это помогало. Вот то, что я получил по такому образованию. Во всем мире управленцы, подобные Ахмеду Мальсагову, используют эти знания и технологии как рычаги влияния. Чем бы они ни занимались, бизнесом, политикой или общественной деятельностью, везде нужны такие расчеты. Однако никто не спешит раскрывать свои секреты и даже наоборот, все тщательно скрывают их от разведслужб конкурентов. Есть у каждого бизнеса, у каждого, свои какие-то тонкости в этом деле. Но это считается как коммерческая тайна. И все-таки сегодня эти люди согласились раскрыть для нас некоторый объем такой информации. По очень простой причине. Ученые подсчитали, что современная Ингушетия несет большие транзакционные издержки ввиду дефицита доверия, который в свою очередь возникает из-за информационного вакуума. В результате люди слишком часто живут слухами, а не фактами. Мы постараемся эту ситуацию исправить. Экономика Ингушетии. Малый и средний бизнес. Россия – это часть мировой системы, и мы уже интегрированы в мировую экономику, а Ингушетия, являясь частью России, мы тоже непосредственно соприкасаемся. Вот ситуация в мире, она прямым образом отражается на ситуации здесь в Ингушетии, однозначно. Возьмем вот рис. Если мы знаем, что в Китае не урожай, или там в Таиланде не урожай, мы обязательно, мы уже знаем, что это так, мы за полгода вперед мы делаем запасы, или там изюм, например, скажем так, в Иране там или что-то там. То есть нужно всегда держать руку на пульсе и понимать, что нужно тебе заранее вот обо всем этих вещах думать. И тогда у тебя получается конкурентное преимущество для ведения твоего бизнеса. Сегодня начинать держать руку на пульсе должны очень многие жители республики, потому что развитие малого и среднего бизнеса – приоритетная задача Ингушетии. Дело в том, что наиболее развитые страны мира, в этих странах до 80, иногда 90% валового внутреннего продукта производит именно малый и средний бизнес. В этом году малому бизнесу в Республике Ингушетия исполняется 20 лет. Это достаточно большой срок, вместе с тем сделано немало. Если взять реально, то половину валового внутреннего продукта производит малый и средний бизнес республики. Реальное развитие малого и среднего бизнеса в Ингушетии выше, чем показывает официальная статистика. Многие люди, которые юридически не имеют к бизнесу никакого отношения, бизнесмены по факту. Они знают рынок и знают производство. Эти предприимчивые люди – именно те, кто нужен республике и стране как воздух. Именно они способны построить такие предприятия, как, например, фирма «Строймаркет», выпускающая металлочерепицу, окна, двери и другие строительные материалы. Один человек, Багаудин Дахкильгов, создал 100 рабочих мест для жителей республики. Это и есть задача малого и среднего бизнеса. Самый массовый вид предпринимательства, самая массовая прослойка предпринимателей. Почему? Потому что развернутый крупный бизнес – это как бы удел немногих единиц. Не всем сопутствует удача, и не у многих есть возможность. Это связано со многими факторами. Ну а малый и средний бизнес – это то, что могут сделать многие.
но есть и практически не все. Просто для этого нужно желание, терпение, ну и некоторые возможности. Страна заинтересована в том, чтобы развивался бизнес Ингушетии. Более того, сейчас сложилась даже такая парадоксальная ситуация, когда не бизнесмены просят деньги на развитие своего предприятия, а Республиканская торгово-промышленная палата ищет бизнесменов и убеждает их принять деньги. 1,5 года назад торгово-промышленная палата услышала про нас, потому что там из Франции нашу фирму искали, и они вышли через торгово-промышленную палату, французы, для того, чтобы вот с нами контакт наладить. Мурат Хаматханов предложил нам, значит, помощь, вот это инновационную, которую деньги выделяет государство. Мы поначалу отказались, почему? Потому что это суетное дело, оформление документов, время очень много на это уходит. Но Хаматханов Мурат сказал, что поможет по оформлению документов, все вот эти технические вопросы, и он сам по попечительском составе был. Ну, в общем, он всемерно, нам, будем так говорить, торгово-промышленная палата в этом содействовала, помогла. Ахмед Шадиев организовал производство изделий из рыбьей кожи. Наверное, не будет преувеличением сказать, что весь мир ахнул, когда узнал об этой новости. Дело в том, что о подобном производстве уже пытались объявить Великобритания, Италия, Дания, Франция, Аргентина и другие страны. И все-таки до массового производства дело не доходило. Например, туфли из лосося делает фирма Christian Dior. Такая обувь стоит очень дорого и не рассчитана на долгую эксплуатацию. У Ахмеда Шадиева она дешевле и прочнее бычьей кожи. Когда я первый раз услышал, что кожа из рыбы, да, ну, естественно, меня шокировало. Ну, как она может быть? Что там, скользкая, тонкая, как с нее можно делать кожу, да? И когда начал глубже разбираться и серьезно, значит, в этой теме разобрался и принялся за этот бизнес, отрабатывание технологий. И когда мы делали кожу, показывали людям, то есть вот этот информационный вакуум, никто не верил, что сказать им, что она в 3 раза прочнее, чем бычья кожа, да, например. Эксперименты с рыбьей кожей в мире велись давно. У норвежцев в начале 20 века получалась кожа прочная, но некрасивая. У немцев симпатичная, но похожая на картон. Ахмед Шадиев поставил 70 тысяч экспериментов и научился делать из рыбьей кожи материал легкий, чрезвычайно прочный, долговечный и красивый. Нет сомнений, что рано или поздно технологию раскроют конкуренты. Но пока что есть время на то, чтобы этот рынок освоить, и, что не менее важно, привязать бренд «Шади» к Ингушетии. У нас сплошь и рядом только ноу-хау и технологии, которые мы сейчас создали промышленные, это единственная технология промышленная, которой аналогов в мире нету, поэтому нас приглашают сегодня многие страны. Я говорю, что нас целый год приглашал Китай, под нас завод строил, сегодня Испания приглашает, Франция приглашает. И вот буквально Казанский саммит, где мы были, я присутствовал там всего лишь 1,5 часа, вот вчера нам уже развернуто серьезное письмо пришло с Объединенных Эмиратов, где нас хотят сотрудничество совместное, приглашают. Понять важность для Российской Федерации развития экономики Ингушетии поможет следующий факт. Минрегион России занимается всеми субъектами страны. Но при этом ему поручено только 6 федеральных целевых программ. И одна из них – программа социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2010-2016 годы. Сумма, которая заложена в эту программу – 400 миллиардов рублей. Значительная часть этих денег – прямая помощь бизнесу. Мы тесно взаимодействуем с структурами, которые отвечают за развитие малого бизнеса. Это Республиканский бизнес-инкубатор, который возглавляет Рашид Измайлов, Региональный фонд поддержки предпринимательства Зурабов Юсуп Микаилович, руководители Министерства экономического развития республики и палата. Мы все тесно взаимодействуем, делаем одно дело. Программа эта будет развиваться на следующие годы. В этом году у нас должно быть где-то в 4-5 раз больше денег, чем, скажем, в 2011 году. Нам очень хорошую помощь оказал Сбербанк. Мы получили кредит, и этот кредит нам помог успешно развиваться. Также хочу сказать, что в прошлом году Минэкономики и Фондом поддержки малого и среднего бизнеса, также торгово-промышленной палаты, нам была оказана помощь в субсидировании процентов по кредиту.
Это для нас очень существенная помощь оказалась. Также у нас имеется производство по изготовлению пластиковых окон и дверей. Руководит там Евлоев Магомед. В нашей республике, на мой взгляд, он самый лучший производитель. Человек, который отвечает за качество выпускаемой продукции, который в этом бизнесе, наверное, с самого начала, как только первые цеха подобные появились в республике, был у истоков этого бизнеса. Магомед Евлоев – производитель пластиковых окон и дверей. Начал заниматься бизнесом в 1997 году и за 15 лет создал у своего производства такой солидный фундамент, что даже мировой кризис 2008 года не стал для его предприятия фатальным. Мы обучались в Москве у немцев. После обучения, значит, приехал сюда, и в республике мы начали свой бизнес оконный. Называется оконные и дверные технологии. Продукцию мы продаем и в пределах республики, и за пределы республики. И в Чечню окна ставили, отправляли, и в Северную Осетию. И в Сочи установку делали, заказ был на Сочи. И на Москву тоже отправляли. Разные, в общем-то. Так, подавляющее большинство рынок у нас местный, ингушский. Все знают, что Ингушетия – дотационный субъект России, что, впрочем, неудивительно после таких социальных потрясений, которые пережила республика. Но не все знают, что Ингушетия, по статистике, один из самых эффективно использующих бюджетные средства регионов. Второй по эффективности из всех областей России после Тюмени. Без труда можно сделать прогноз, что нужны всего несколько лет покоя, всего лишь несколько лет без социальных потрясений, и республика станет процветающим краем. Я хотел бы отметить, что вообще ингушский народ, он перестройку и возможности рыночной экономики воспринял с большим воодушевлением. По духу наш народ, ингуши, они любят рыночную экономику. Когда пошли первые указы, разрешения, которые давали возможность заниматься частным бизнесом, и частная инициатива приветствовалась. Тогда первым желанием у меня было связано тоже с товарами народного потребления, но это производство продуктов питания в Ингушетии. Сегодня, кроме Умки, Ахмед Мальсагов развивает предприятие «Мальсагов Продукт». Производит пельмени, хинкали, манты, котлеты, более 25 наименований вкусных и недорогих продуктов высокой готовности. Эта продукция представлена от Черного до Каспийского моря, места ее продаж – Чечня, Дагестан, Осетия, Москва, Санкт-Петербург и, конечно, Ингушетия. Чем выше будет платежеспособность населения, тем больше у нас будет объема продаж. Новые семьи, которые создаются, им нужно новое жилье. Чтобы построить жилье, нужны строительные отделочные материалы. Если будет возможность у людей строить эти дома, мы, соответственно, будем больше реализовывать материалов. Когда деньги уходят из Ингушетии в другие регионы, это может быть выгодно другим регионам, но не Российской Федерации в целом, потому что это ослабляет один из ее субъектов. Стране выгодно, когда деньги остаются в республике, и тем более, когда они идут в Ингушетию из других регионов. То есть, когда фирма выстраивает такую схему, которая работает, например, у Магомеда Аушева, на предприятии Ачелуки, производителя минеральной воды. В данное время мы вышли за предел Кавказа, скажем, Воронеж, Тула, Саратов, Москва, Ленинград и другие большие города. Скажем, самый основной вопрос завести оборудование, запустить. Больше тут таких трудностей не будет. На сегодняшний день со стороны государства очень большая поддержка. Из-за этого мы на сегодняшний день расширяемся. За счет этой поддержки где-то до 500 рабочих мест. Не считая те, которые на сегодняшний день здесь работают. Скажем, у нас было 6400 квадратных метров полезной площади. А на сегодняшний день
стало уже 42 тысячи. Значит, это 7 раз увеличивается. Я вот знаю, что как мы завезем те оборудования, которые я ранее назвал, более крупный завод и более самостоятельный завод не только на Кавказе, и в России не будет. Я имею в виду, сами будем производить углекислый газ, сами будем производить преформы, сами будем производить термоусадочную пленку, всю основную, то, что для завода нуждается. Развитие бизнеса сегодня – первейшая необходимость Ингушетии. Даже тем жителям республики, которые никогда не пробовали себя на этом поприще, стоило бы о нем подумать. Ведь иногда именно необходимость приводит людей в производство. Именно такая история произошла со школьным учителем, директором 5-й Новорязанской средней школы Курейшем Цычоевым. Однажды Курейш Магомедович услышал на совещании в городском отделе народного образования, что школам негде заказывать мебель. Он решил, что на базе школьной мастерской может сделать столько мебели, сколько нужно всем местным школам. Конечно, отношение некоторых было директоров школ скептическое к этому предложению, но когда я представил на первое следующее совещание, директоров представил готовые образцы стола и стула ученического, все были, конечно, удивлены, и заведующий Горанов в то время был Мургустов Магомед Салманович, впоследствии министр образования республики. И он первый заказ разместил именно в данном предприятии. Потом уже было открыто само предприятие, и работа началась по реконструкции здания, которое приобрело это предприятие, строительство новых цехов. Так возникла фирма «Горизонт», первое в республике предприятие мебельного профиля. Сегодня, спустя 20 лет после своего открытия, «Горизонт» производит более 200 наименований продукции массового спроса. Оно решило не только все проблемы с мебелью у школ в республике, но и множество затруднений другого рода, поскольку активно занимается благотворительностью. Во всех акциях, которые проводятся в республике по оказанию помощи малоимущим, детям-сиротам, также мы вносим свой вклад в соревнования, которые проводятся на розыгрыш различных призов в республике. Принимаем сами участие в вручении различных подарков и оказании помощи учреждениям образования, здравоохранения, дошкольным учреждениям и малоимущим. Помощь тем, кто в ней нуждается, социальная ответственность – это новый вызов, возникающий перед успешным бизнесом, перед предпринимателями, когда они прочно встали на ноги. А иногда даже и раньше. И здесь все зависит от личных человеческих качеств бизнесмена. Даже не став на ноги и не имея средств, даже пытаясь у кого-то занимая деньги, мы в первую очередь, то, что мы сделали, вот наше предприятие, это мы построили мечеть в Майском. Мечеть, которая сейчас вмещает 1000 человек, прихожан. И мы считаем, что это самым большим своим достижением, мы считаем вот это, то, что нам, ограничивая себя во всем. И мечеть это сделано на такие чистые деньги, буквально, в прямом смысле этого слова, на поте мы пекли хлеб. И поэтому многие говорят, настолько она мечеть, из которой люди не хотят уходить даже после совершения обрядов, люди очень долго остаются, настолько им нравится эта мечеть. В Канах, когда было землетрясение, через центральный аппарат МЧС, через Московское, мы отправили туда помощь, минеральную воду от Челуке. Когда была война в Южном Осетии, тоже там подчеркнули, первую помощь оказала Ингушетия. Когда был пожар в Нижнем Новгороде, тоже мы помощь оказали. И так и по республике, где нуждается, мы всегда помогаем. Современный мир стремительно меняется, и вместе с ним меняется Ингушетия. Но неизменным на протяжении веков остается мужество ее жителей, их сплоченность и готовность принимать вызовы времени. Нынешний вызов, который стоит перед республикой, экономический. Ингушетия прошла долгий путь к спокойствию, стабильности и процветанию. И сегодня на этом пути остался один шаг. А потом перед древней Ингушетией, республикой, население которой одно из самых молодых в мире,
откроются новые, пока еще неведомые нам горизонты.